Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Компания «Сахаэнерго» завершила навигацию. Как прошел завоз топлива для энергоснабжения северных и арктических улусов, расскажет наш сегодняшний гость Сергей Куртуяхов, заместитель генерального директора «Сахаэнерго». Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот главный вопрос, почему именно энергетики занимаются вопросами завоза грузов? Ну, наверное, необходимо отметить, что завозом занимаются не только энергетики, но и все жизнеобеспечивающие предприятия нашей республики, такие как ГУП ЖКХ, Саханефтегазбыт, Сахаэнерго в том числе. Также не все энергоснабжающие предприятия также занимаются завозом. Например, есть объекты энергетики, которые вырабатывают электроэнергию за счет движения массы воды, например, каскад Вилюйских ГЭС, либо большие генерирующие объекты, расположенные в городе Якутск, такие как Якутская ГРЭС, ТЭЦ, они работают на природном газе, для них завоз топлива регулярно не производится. А сколько всего районов по республике и населенных пунктов входит в зону ответственности организации «Сахаэнерго»? Зона ответственности Сахаэнерго занимает примерно 2,5 миллиона квадратных километров. На данной территории у нас располагается 23 района нашей республики и проживает порядка 100 тысяч человек населения, примерно 160 населенных пунктов. Мы эксплуатируем порядка 145 электростанций. Данные электростанции расположены на удаленных, труднодоступных населенных пунктах. В основном это, конечно, северные и арктические районы. А по каким рекам осуществляется перевозка топлива? Здесь задействован Северный морской путь? Необходимо отметить, что мы используем все основные водные магистрали нашей республики. Конечно же, это наша великая и могучая река Лена. Ну и также перевозки выполняются по всем основным арктическим рекам, таким как Колыма, Индигирка, Яна, Анабар. Северный морской путь, по сути, наши поставщики начали осваивать еще в 2012-2013 годах. Первоначально на данном этапе объемы перевозок по Северному морскому пути составляли небольшую долю, там порядка 10-15 тысяч тонн. Ну и перевозки выполнялись с западной стороны, с восточной стороны, то есть железной дорогой доставлялись до морского порта Владивосток, а в последующем переваливались на морские суда, и топливо доставлялось до баров реки Яна, Индигирка, Колыма. Если вести речь о сегодняшних объемах, то в 2021 году через Северный морской путь мы доставили уже порядка 50% нашего годового запаса. То есть это порядка 35 тысяч тонн дизельного топлива и порядка 18 тысяч тонн каменного угля. И на данный момент перевозки выполняются уже с западной стороны, то есть топливо доставляется до таких морских портов, как Архангельск, Мурманск, Кандавакша. Ну и в последующем уже переваливается на большие морские суда, в том числе и танкера, перевозящие нефтепродукты. И они следуют по морскому пути до нашей республики. С какими поставщиками топлива вы работаете? Необходимо отметить, что нашими поставщиками являются крупные производители нефтепродуктов, такие как Роснефть, Газпром, Лукойл и так далее. Ну и по каменному углю нашим основным поставщиком уже в течение последних 3-4 лет является Русский уголь. А в будущем у вас есть такие планы, например, увеличить объем поставки грузов, топлива в северные районы? И именно северным морским путем? Я считаю, что именно в части Сахаэнерго данный объем доставки топлива по Северному морскому пути, скорее всего, увеличиваться не будет, потому что мы уже достигли того объема,
который необходим именно по нашим дизельным электростанциям, расположенным именно на Арктическом побережье и возле северных арктических рек. Поэтому увеличения объема завозов топлива не будет. Мы сегодня говорим с вами о том, что компания «Сахаэнерго» завершила навигацию. Скажите, сколько топлива доставлено уже до пунктов назначения? Надо отметить, что мы свой план завоза в навигацию 2021 года выполнили 100%. До опорных пунктов мы доставили порядка 100 тысяч тонн топлива, в том числе по договору поставки дизельного топлива это 70 тысяч тонн дизельного топлива. Если говорить о каменном угле, то для ТЭЦ поселка Депутатский в навигацию мы доставили 18 800 тонн. Также первым этапом навигации, то есть в июне месяце, мы обеспечили перемещение депонационного запаса дизельного топлива, это по маршруту Куйга-Батагай. Там порядка 10,5 тысяч тонн. Данное дизельное топливо предназначено для работы наших энергообъектов, расположенных в Верхоянском районе и в Батантайском районах. Сергей Николаевич, а какими силами справились в навигацию? Наверное, следует отметить, что навигационный завоз – это в целом довольно масштабное мероприятие, в котором очень много участников. Это министерства, ведомства, предприятия не только нашей республики, но и других регионов нашей страны. При этом, чтобы успешно выполнить завоз, необходимо тесное взаимодействие всех участников, координация общих усилий. Ну и надо понимать, что этот процесс сам по себе очень сложен, требует много человеческих ресурсов. В денежном выражении там суммы миллиардные, то есть тем же хозяйствующим субъектам и так далее в короткий промежуток времени необходимо сконцентрировать свои финансовые средства, чтобы обеспечить там перевозку, поставку, закупку топлива. Ну и если говорить именно о Сахаэнерго, то вопросами топливообеспечения занимается у нас в исполнительной дирекции порядка 10 человек. Но также у нас в каждом филиале имеются работники, которые отвечают за прием, сохранность и перевозки топлива. То есть в целом по компании работает, наверное, порядка 40 человек. С какими судоходными организациями сотрудничает Сахаэнерго? Традиционно перевозками топлива для нужд Сахаэнерго занимаются наши судоходные компании. Это в первую очередь, конечно, Ленское объединенное речное пароходство. По реке Колыма это Колымская судоходная компания. По Индигирке перевозки выполняются также судами Ленского объединенного речного пароходства. Ну и по Яне Янское речное пароходство. Скажите, а какими были гидрологические условия в этом сезоне? Были ли сложности, с которыми пришлось столкнуться? Наверное, следует отметить, что в целом гидрологическая обстановка в навигацию 2021 года была благоприятна для всех участников. То есть если раньше мы испытывали определенные проблемы, связанные с маловодьем в верхнем течении реки Лена, это в районе Осетрова, то в последние 2-3 года мы данное явление, слава богу, не наблюдаем. Но есть в навигационном завозе такое понятие, как первый тур, первый этап, да, когда необходимо доставить объемы топлива в пункты, расположенные в верхнем течении наших рек, либо в пункты, расположенные на быстро мелеющих притоках и протоках. Ярким примером данного явления является перевозка топлива по маршруту Усть-Куйга-Батагай, это по реке Яна. Дело в том, что река Яна в верхнем течении является судоходной в короткий промежуток времени. Это в период весеннего половодья. Обычно это длится в течение июня месяца. Ну и нам в этот
короткий промежуток времени необходимо доставить порядка 10 тысяч тонн дизельного топлива. Не каждый год это нам удается, но, слава богу, в этом году, благодаря совместным усилиям, мы весь объем топлива доставили. Сергей Николаевич, смотрите, у Сахаэнерго около 150 дизельных электростанций, теплоэлектростанций в Депутатском и 5 котельных. Не все объекты из них расположены у реки. Как здесь происходит доставка топлива до получателей вот в таких вот отдаленных населенных пунктах? Навигационный завоз – это только один из этапов сложной схемы доставки топлива. Ну, это касается не только доставки топлива, но и всех жизнеобеспечивающих грузов нашей республики. В период навигации основные объемы грузов доставляются до опорных пунктов. И после навигации данные груза хранятся до начала автозимников. В случае нефтепродуктов топливо доставляется и размещается на нефтебазах Саханефтегазбыт. И по открытию автозимников, то есть это сезонные автомобильные дороги, обычно они обустраиваются с районных центров до удаленных, труднодоступных наследственных пунктов, уже начинается организация зимних автомобильных перевозок. Вот. А сколько грузов Сахаэнерго доставляет, если уж мы говорим о автозимнике, вот по этому пути? Традиционно в период автозимников мы доставляем порядка 25-30 тысяч тонн дизельного топлива. Также осуществляем перевозки каменного угля для ТЭЦ поселка Депутатский по маршруту Куйга-Депутатский. Порядка 20 тысяч тонн. Скажите, а изменились ли тарифы? Как дело обстоит в этой области доставки грузов, топлива? Ну, в части затрат по перевозкам мы в последнее время наблюдаем рост стоимости нефтепродуктов, а весь транспорт, который выполняет перевозки, он работает на дизельном топливе. Соответственно, возникает рост стоимости тарифов. Но путем проведения закупочных процедур именно резкого удорожания тарифов мы не наблюдаем. То есть в любом случае мы стараемся выбрать тот путь доставки, где существует конкурентная среда, соответственно, стараемся сдерживать рост тарифов. Благодарю вас, Сергей Николаевич, за актуальную беседу. Спасибо, что согласились стать гостем нашего интервью. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.